Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как долетели? Хорошо долетел. Погода здесь прекрасная, это радует. Как в Ленинграде? В Ленинграде, не знаю, в Москве неплохо. Около нуля, легкий снег. В общем, рабочая атмосфера. Так. С чего начнем сегодня? С Японии. С Германии. Вы же говорили, Япония, восходящее солнце, наше. Да, ну хорошо, по Японии сейчас поговорим. И арабские проблемы поговорим. Но вы знаете, с чем связаны арабские проблемы, я так понимаю. Ну, а с чем связаны японские проблемы, тоже знаете, наверное. Все вместе, все едино, все, как говорится. Так, ну ладно, но это потом. Везде и всегда мы должны понимать одно, что любые проблемы, которые существуют, любые, это для нас школа жизни и возможность развиваться. Нет проблем, нет развития. Поэтому, когда, сказать, мы наблюдаем то, что в мире происходит, нужно понимать простую вещь, что очень важно правильно... Да, отключите мобильники. Все отключите. Нужно понимать, что правильное отношение к ситуации, это уже очень много значит. Если у нас возникает или страх, или уныние, или, знаете, у соседа дом горит, мне легче, мне радостнее, мой дом, так сказать. И такие чувства проскакивают. Так вот, правильное отношение к происходящему, что такое наше отношение? Это формирование энергии в нашей душе. Вот как мы ее направляем, какую инерцию она приобретает, так дальше начинает все идти. Так вот, главное, что нужно понять. Вот слышали антропный принцип. То есть Вселенная так устроена, что малейшее колебание констант жизни не было, человека не было бы подавно. То есть такое ощущение, что вся Вселенная создана для того, чтобы человек жил и развивался. То есть случайностей по большому счету нет. Если это так, то любое событие, происходящее на Земле, я не говорю уже в нашей жизни, любое событие, происходящее на Земле, оно тоже связано с нами и с нашим развитием. Если мы это понимаем, тогда все нормально. Значит, те события, которые в мире сейчас происходят, они, несомненно, связаны с очередным этапом нашего развития. Вот в газете «Комсомольская правда» уже начинают писать достаточно просто, так сказать, похожие фразы, так сказать, я вижу. Там пишут, что нынешний кризис в мире – это не столько катаклизмы, это не столько там техногенный, это не столько экономический. Главный кризис – это кризис нашего мышления. Об этом уже в газетах пишут. То есть люди начинают понимать о том, что причина всего что? То, что называют психический фактор, в основе всего лежит психология, по большому счету. Все, что в мире сейчас происходит, и, так сказать, начинающаяся Третья мировая война, и проблемы, которые есть экономические, и даже катастрофические события в нашей Земле, они все равно связаны в конечном счете с нашим менталитетом. Потому что наше мышление, наши чувства – это полевая структура, которая влияет на прошлое, настоящее, будущее. Значит, все события вокруг нас связаны с нашим внутренним состоянием. Вот первое, что нужно четко понять. Поэтому мы должны, сказать, видя то, что происходит, и понимая то, что произойдет, сделать главный вывод. Если Вселенная едина, если Бог един, значит вся Вселенная едина. Если вся Вселенная едина, все события связаны. Если все события связаны, то все, что происходит с нами, направлено, имеет какую-то определенную цель. И эта цель – раскрытие в нас божественного. Вот все знают, сказать, что нужно Бога благодарить, когда у вас какое-то счастье. Я об этом давно говорю. Почему? Потому что если у вас какая-то радость большая, какое-то счастье, и энергию вы не отдаете Богу, вы ее всю посылаете на объект вашего счастья или на ситуацию, она разваливается мгновенно. Чем у вас сильнее энергетика, тем опаснее ваше неправильное состояние. Поэтому неумение благодарить Бога, когда вы испытали, так сказать, какую-то радость, когда что-то получили,
Неумение благодарить Бога – это в конечном счете прямой путь к болезням. Значит, умение, умение в момент радости, счастья благодарить Бога – это обретение здоровья, по сути дела. Но это когда счастье получаем. А когда несчастье, как благодарить? Кто подскажет? А за что благодарить? А? За спасение любви. Да, так вот, когда у нас, мы хорошо, сытно поели, мы благодарим, потому что тело наше радуется. Когда у нас дом, дача, машина, квартира вдруг нарисовалась, мы благодарим, потому что у нас с судьбой нормально. То есть радуется дух наш. Когда у нас, влюбленность, завязывается отношения, когда ощущение, что весь мир гармоничен и счастлив, мы благодарим, потому что это радость для нашей души. Тело заболело, мы должны, радоваться и благодарить Бога одновременно. Мы должны лечиться, но при этом мы должны радоваться, потому что болезнь спасает нашу жизнь. Если у нас неприятности в судьбе, мы должны благодарить Бога за то, что через эти неприятности, в конечном счете, спасается, очищается наша душа. Если у нас проблемы, с душой, в душу наплевали, боль души, мы должны также благодарить Бога за то, что очищается наша истинная божественная Я. Мы есть любовь. И тогда получается что? Что в любой ситуации мы должны благодарить Бога и радоваться тому, что происходит. Вот это чувство радости, любви, оно вместе всегда ходит. И когда мы это понимаем, да, вот, сейчас у меня одна неприятность, другая, третья, но у меня душа очищается. Это гораздо важнее, чем дача, машина и квартира. Радость для тела, она внешней гораздо больше, но внутренняя она гораздо меньше той радости, которую мы испытываем, когда наша любовь очищается. И никогда ничего случайного с нами не бывает на божественном уровне. Вот это четко нужно понять. Главная проблема заключается в чем? Вроде бы абсолютно нет случайностей. Все, что происходит, дано свыше и дано для того, чтобы у меня увеличилась любовь в душе. Но тогда я должен сидеть и ничего не делать. Вот я недавно смотрел фильм «Суд над Богом». Он проскочил по телевидению. Речь идет о концлагере, о Свенцем, кажется. И вот там барак, где сидят, мужчины, сидят евреи, и начинают говорить о том, что Бог их предал. Они выполняли все, заповеди, и вот оказались в концлагере. И начинается разговор. И поднимаются очень важные вопросы, на которые религия, ответить пока не может. Допустим, такой вопрос. Если все от Бога, то и Гитлер от Бога. И значит, ему нельзя сопротивляться. Тогда получается бессмыслица. А если ему сопротивляться, то тогда нужно, признать, что в нем есть что-то, то, с чем надо бороться и надо уничтожать. И вот они сидят и думают. Так, тему серьезную затронули, видите, что аппаратура... Так вот, вопрос такой, защищаться против Гитлера или нет, ваше мнение? Защищаться внешне, а внутренне принимать. Так вот, этот вопрос с точки зрения иудаизма неразрешим. Потому что, если это от Бога, нужно полностью принять. Если, это не от Бога, это, скажем, от дьявола, тогда нужно бороться и побеждать. И вот возникает такой вопрос. Это называется свобода воли. Имею ли я право проявлять свою волю, защищать себя, если это от Бога, или нет? И получается, признание божественной воли полностью парализует человека, а непризнание божественной воли делает человека сильным атеистом. И вот в этих клещах сидят люди, и они не могут решить, то есть вопросы поднимаются, они не могут решить, что им делать. Вопрос очень серьезен. И этот вопрос в рамках иудаизма и в других религий не решается. Решается он только через... Католичество и православие он тоже не решается. Потому что католичество и православие христианством не являются. Главное, что говорил Христос, не выполнили его последователи. Так вот, именно в христианстве там происходит соединение божественной воли и человеческой. Мы внутри есть любовь, мы божественны, а снаружи мы имеем человеческую оболочку.
И тогда мы понимаем, что если мы божественны по своей сути, а снаружи мы, так сказать, несовершенны, тогда получается, что мы носим часть Отца в себе, и мы его дети одновременно. И тогда получается, что мы живем в двух логиках. Божественной, по которой все от Бога идет внутреннее абсолютное принятие, любовь, и никакого ни осуждения, ни возмущения, ничего. И человеческой, по которой мы должны, сказать, конкурировать друг с другом, мы должны развиваться, мы должны наказывать безнравственных людей. То есть прощение и наказание могут идти рядом. Раньше, сказать, либо прощение, либо наказание. Так вот, если Бог где-то там, а я здесь, тогда либо Его воля, либо моя. И здесь альтернативы нет. И дальше начинается постепенная утрата божественной воли, или полный паралич, или утрата божественной воли, и в конечном счете атеизм и так далее. Сказать, он может быть, этот атеизм. Дело в том, что многие привыкли говорить: я христианин, я православный, я иудей, там, мусульманин. Все это липа. Можно называть себя кем угодно. Либо ты единобожник, либо ты нет. По поведению, по восприятию. Если ты считаешь, что зло от дьявола, а добро от Бога, ты никогда единобожником не будешь. Это невозможно. Кем бы ты себя ни называл. Поэтому есть просто элементарные правила, так сказать, законы. Единобожие, язычество, идолопоклонничество. И, так сказать, огромное количество идолопоклонников называются единобожниками, принадлежащими какие-то веры, а по сути, они даже не понимают, что... сказать, у них даже нет ни ощущения, ни понимания. Потому что если есть дьявол, могу ли я любить дьявола, который насылает на меня зло? Об этом как бы никто не говорит. Вот Бога надо любить, об этом в Библии написано. А что любить дьявола, нигде не написано. Если зло это от дьявола, значит, я могу его ненавидеть. Значит, в моей душе имеет право жить ненависть, сказать, обида и так далее. Что дальше? А дальше все лопнуло, единобожие и исчезло. А мы приходим к тому времени, когда обида в душе будет смертельно опасной для любого. Обида, ненависть, уныние. Вот в последнее время те, кто читает мои книги, все чаще говорят, буквально через минуту, неправильно подумала, неправильно, сказать, обиделась, через минуту начинается такое, что только успевай себя в порядок приводить. С одной стороны, для неподготовленного человека это катастрофа, потому что он скажет, ну все, как жить дальше? Не подумай, не скажи. Все, ощущение ступора. А тот, кто понимает, что нужно делать, он наоборот благодарит, потому что, так сказать, он быстро успевает привести себя в порядок и работать в правильном направлении.